Буквально год назад я даже не мог подумать, что я смогу вырасти и в фигурном катании так, и смогу завоевать олимпийское золото. Но у меня это получилось, и я стараюсь каждый раз, каждый день идти вперед. Начинал я кататься на катке в торговом центре в Рамсторе. Меня начинал тренировать мой отец, лет 8-9 мне, наверное, было. Я после школы ехал на тренировку, тренировался сам, потому что иногда у папы не хватало времени, он тренировал других детей. Отец мне поставил очень хорошую базу. Благодаря этой базе, конечно, я смог пойти дальше. В 2022 году мне не получилось попасть на Олимпийские игры из-за травм, но вот я шел именно к этой Олимпиаде, чтобы показать, что я наработал за эти 5 лет. Потому что эти 5 лет были для меня очень тяжелыми, и травмы, и неудачи, и разные моменты. Олимпийский сезон, он всегда самый сложный. Уже начиная с июня уже чувствовалось какое-то напряжение, а в августе напряжение уже было какое-то совершенно колоссальное. А когда я уже приехал на Олимпийские игры, у меня прям какой-то груз с плеч спал, потому что я уже приехал. Я уже топовый спортсмен, и я просто хочу получить удовольствие от этих соревнований, насладиться этим моментом. Я перед Олимпийскими играми где-то за 3 дня начал тренировать четверной флип. Это, грубо говоря, 5-й прыжок, 5-й четверной. И я его тренировал за 3 дня, потому что я понимал что нужно рисковать, чтобы завоевывать и медаль. И я, в принципе, еще в начале сезона планировал это делать, но у меня не получалось. Конечно, риск очень повышенный. Но из-за того, что я набрался опыта за последние годы, и я понял что я могу это сделать. То есть я поверил в себя просто. Я просто вышел и решил что я сейчас я покажу все. Это то, к чему я шел эти 5 лет. И в пятницу 13 получилось джекпот сделать. Я не мог в это поверить, потому что, я понимал что я чисто откатался, это очень круто, но все равно поверить в то, что ты олимпийский чемпион, это очень сложно. Меня поздравил президент, и, для гражданина страны это, самое главное. Меня поздравил президент, наградил орденом Борис. Это очень-очень круто. И когда фигурное катание находилось на таком пике, это для меня это была главная победа. То, что я смог поднять флаг нашей страны, и много людей, то есть в мире, как будто просто объединились и поздравляли страну, поздравляли меня. И это, конечно, самая главная победа для меня была. Буквально год назад я даже не мог подумать что я смогу вырасти и в фигурном катании так, и смогу завоевать олимпийское золото. Но у меня это получилось, и я стараюсь каждый раз, каждый день идти вперед. Мне хочется попробовать что-то новое, поработать с другими специалистами, поработать с новыми хореографами. И, конечно, я понимаю, что у меня большой потенциал есть, и я хочу его реализовать. И выйти уже в новом сезоне, так сказать, закрыть старую книгу, открыть новую книгу и писать ее заново. Сейчас я планирую создавать свое ледовое шоу. Надеюсь, первый город, который будет, это, конечно, будет Алмата. И хочется, чтобы это получилось очень круто. И сейчас занимаюсь именно этим. Хочу создать свое ледовое шоу и пригласить и казахстанских ребят, и много мировых звезд, которые могут приехать в Казахстан, моих друзей. Параллельно, естественно, для меня основной это остается спорт. Я собираюсь выходить на этапы Гран-при. И, конечно, я планирую делать какие-то новые элементы. То есть делать что-то новое. Для меня это главное. То есть я хочу развивать этот вид спорта, развивать фигурное катание, и чтобы молодые, маленькие детки из Казахстана, они видели это и мотивировались. То есть сейчас для меня важно, чтобы в нашей стране развивалось фигурное катание.